Уважаемые гости и участники церемонии, сегодня мы заложили первый камень. С легкой руки главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова закладывается камень под строительство Малгобекского молочного комбината. Уникальный объект, который будет обеспечивать молоком весь регион, а затем и другие субъекты страны. Махмуд Али Калиматов отметил, что в республике планомерно, а главное успешно развивается промышленный, производственный потенциал. Строятся современные и технически оснащенные объекты, готовятся квалифицированные кадры. Визитной карточкой станет и это предприятие. Всегда смогут, как мне сказали, консолидировать и логистику устраивать, чтобы те люди, у которых избыток молока есть, они могли, значит, я думаю, как раньше это было, могут на автомашине молоковозки, значит, чтобы они сбор молока делали, сдавали сюда. На следующий год завод начнет свое производство. Не надо душить бизнес, не надо его кошмарить. Надо помогать ему, понимаете? Потому что это для нас всех, для наших жителей. И знаете, немало того, понимаете, когда продукция появится в соседних регионах, когда появится хоть в столице Москва, представляешь, гордость какая. Вот кефир тебе, Ингушетия, сыр тебе, Ингушетия. Поэтому в путь-дорогу дал я мерш малыш, дал я тубохал. Предприятие рассчитано на полный цикл производства разнообразной продукции. Плюс к этому в будущем можно будет обеспечить на его базе производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Общая стоимость проекта составляет 118 миллионов рублей. На этом месте в скором времени появится цех по глубокой переработке цельного молока мощностью до 20 тонн в сутки. Он будет ориентирован на производство пастеризованного молока, кефира, йогуртов, творога, полутвердых сыров, сливочного масла и не только. В рамках проекта будет построен объект площадью 720 квадратных метров и административный корпус. Строительство таких объектов должно вестись с одновременным созданием ресурсной базы, обеспечением стабильного спроса, производством продукции, соответствующей высоким стандартам качества, отметил глава региона. Продукция сколько тонн будет? Я имею в виду, сыры я понял, до 20 тонн в сутки. Если молоко, это будет до 4 тонн в сутки. 4. И кефир до 3 тонн в сутки. Хорошо. Только бутылочных будет. Только бутылочных, потому что бутылки мы сделали. Следующим этапом, уже после реализации, мы будем уже и пакеты будем делать для того, чтобы стоимость снизить. Реанимация простаивавших предприятий, создание новых заводов, выход на перспективные каналы потребительского рынка – это часть общей работы. Ее ключевая цель – обеспечение экономического развития, продовольственного достатка, повышение качества жизни жителей региона. Махмуд Али Калиматов напомнил, что после долгого простоя произошел перезапуск мясомолочного комплекса в селении Сагапше. Там содержат 6 сотен крупного рогатого скота, обеспечены рабочие места и собственный продукт. Мы старались с первого дня, когда я приступил к работе, реанимировать наш молочный комбинат. Имеется в виду, где у нас было построено, чтобы молоко было, да, чтобы у нас дойное стадо было. И этому приложили много было вопросов, много было непонятного. Пришлось немало затратить финансовых средств, чтобы возобновить, реанимировать данное предприятие. И вот в конце, когда смогли восстановить и нашелся инвестор, мы приглашали. У нас инвесторы были оттуда, и даже за границей, с Азербайджана приезжали. Но мы видели, что реальности не было. И я благодарен, что наши местные, именно местные, Ваймохкар, Сагви, сказал: я сделаю, я буду делать. Я посмотрел, стадо было закуплено 400-500, будет дальше развиваться. Реализация проекта будет способствовать укреплению продовольственной безопасности региона, созданию производства качественной молочной продукции, стимулированию фермерских хозяйств к производству молока, что также обеспечит занятость населения в сельской местности. В своей работе над проектом по переработке молока мы планируем концентрироваться на 3 основных принципах. Это опыт, качество и преемственность. Мы используем опыт людей, которые
более 10 лет занимается производством крафтовых сыров. Сегодня вы можете попробовать продукцию, которая произведена нами совместно. Также мы используем технологов, признанных во всей России. Ежегодные налоговые отчисления в размере около 23 миллионов рублей в год после выхода комбината на полную производственную мощность. Создание около 50 новых рабочих мест непосредственно на предприятии. Жители Малгобека рады, что именно в их городе запускается такой нужный цех. Важное и большое значение для нашего города, для нашего района и в целом для нашей республики. Вот сегодня вы слышали, что, как ответил руководитель предприятия, что они будут выпускать уже на следующий год данную продукцию. Это вот мне было поставлено здесь несколько видов сыров, творог, сметана, молоко. Имеет очень большое важное значение. Таким образом, экономика Ингушетии пополнится еще одним успешно функционирующим объектом. Малгобекский молочный комбинат планирует начать свою работу уже в следующем году. Зелимхан Кылоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.